Герой нашего следующего репортажа, следующей истории — белорус из Могилева, ярый болельщик, отец юного футболиста, тоже вынужденный уехать из Беларуси, который имел нормальный свой бизнес, в принципе, ни в чем не нуждался, но за свою позицию, за желание честных выборов и справедливости в стране вынужден был всей семьей уехать и оставить свой любимый город Могилев. Как живется этому человеку в Белостоке, он сейчас расскажет сам. Больше оказался, наверное, как и большинство белорусов последние 1,5 года по определенным событиям в нашей стране. Ну, не будем об этом. А если сравнивать Польшу и Беларусь, ребят, просто посмотрите, где мы сейчас находимся. Это рядовой матч чемпионата Польши. А теперь перенеситесь, кто ходит на футбол в Беларуси, на белорусские стадионы. И сразу станет все понятно. Просто на примере одного футбола видно, кто где находится. Стадион в Белостоке. В Белостоке 300 тысяч населения. Я из Могилева, в котором 370 тысяч населения. Стадион вмещает 23 тысячи, в Могилеве вмещает 7. И в Беларуси, по-моему, один стадион только, Борисов-Арена, который может что-то там принимать. Ну, Динамо еще. Атмосфера на стадионе. Який стимулює творчу діяльність. Ці надбавки. Як для вас? Ну, по большому счету, в Беларуси Где люди приходят с детьми, все радуются, все хорошо, пиво продают. Мы проходили на стадион, чтобы у нас попасть на стадион, это надо пройти 7 кругов ада, из ОМОНа, там, не знаю, еще кого-то. Досмотр номинальный, стюарду показал билет из СМС и прошел. Все отлично. Ребенок доволен, ребенок скачет. Никто не гоняет, что нельзя ходить по рядам. А что, в Беларуси гоняют детей? Перед отъездом, перед нашим отъездом, так как сын очень любит футбол, мы ходили на «Спартак». Там 3 коллеги было там из зрителей, 300 человек с детьми, то наши оборотни в погонах и тех отпугивали. Ребенок просто ходил по рядам, потому что в 6 лет просидеть 1,5 часа, это глупо. Посадите ребенка, мне его привяжите, не положено. У нормального отца будет желание водить еще дальше ребенка на этот стадион, где его гоняют? Нет. По занятиям футболу я ничего не скажу плохого про того тренера, у которого занимался Степа. Отличный дядька, супер. Но он один. Здесь, в Белостоке 300-тысячном, вот той академии, где он сейчас занимается, это не Егелония, это просто академия рядовая. Его года 75 малышей, 3 группы по 25 человек, 75. И таких академий порядка 4 плюс Егелония. Поэтому о каком массовом спорте в Беларуси мы можем говорить. Поэтому сборная Беларуси проигрывает Эстонии, Люксембургу. Да скоро, я не знаю, Сан-Марино и Андорра будут уносить. Поэтому как-то так. Праздник, люди радуются, так болеют фанаты. Когда у нас стоят фанаты, стоит оцепление из ОМОНа. У нас, вот, ребята болеют. Планы развиваться в собственном деле после того, как будут получены документы по легализации. Самое главное, я живу в свободной стране, и мой сын будет учить правильную историю, и за правду его никто не будет наказывать. То есть выбор в магазинах, он богаче. Больше, просто больше. То есть берем 300-тысячный Белосток, здесь реально здоровенная галерея, где можно провести целый день. Просто ходя по магазинам, огромный выбор. Брендовой одежды, продуктов, которых нету, там сыров, просто, так как жена любит очень сыры. Такого выбора в Могилеве, например, у меня не было. Да, может быть, в Минске, в каких-то магазинах он был, но в Могилеве его не было. По ценам сравним мясо, да, свинина, например, мы покупаем шею, это на рынке фермерское мясо, не в магазинах на акциях, а на рынке 14 злотых за килограмм. 14 злотых это меньше, чем 10 рублей. Насколько я знаю, цена на свинину в Беларуси на шею порядка 17-18 рублей. Когда были на прошлой неделе 4 дня выходных в связи с Днем независимости Польши, он плакал, что четверг и пятница выходные, он хотел жировку, да, Стёпка? Ты ждешь понедельник? А чего ты его ждешь? Почему тебе нравится школа-то? Потому что там дети хорошие,
Дети хорошие? А что, в Беларуси плохие дети? Да, красный. Я просто, то есть ребенок доволен, и просто отношение к детям, оно другое. То есть здесь нету такого понятия система, да, например, он уже не спит в саду, но в детских садах в Польше дети не спят. Кто хочет спит, кто не хочет не спит. У нас же все должны спать, система. А если мой ребенок в 5 лет уже не спит днем, просто не спит, но по системе он должен спать. Здесь нет системы, здесь жизнь. И ты живешь. А Беларусь — это Советский Союз. То есть даже не Беларусь. В Беларуси нет, есть Лукастан. Там Советский Союз, там система. И общаясь со многими людьми, они говорят, против системы не попрешь. Ну а кто попер против системы, либо здесь, либо сидит. Что ты можешь сказать о своей перспективе, о работе? Чем ты хотел бы заниматься, чем ты сейчас занимаешься? В чем разница в Беларуси работы здесь? Я не скажу, что я в Беларуси работал на заводе и там жил от зарплаты до зарплаты. К счастью, то есть я работал сам на себя, и я не говорю, что хватал звезды с неба, но в принципе моя семья не нуждалась, и мы не смотрели на цены в магазине. Здесь за 5 месяцев я уже вышел на тот же доход, что у меня был в Беларуси. На данный момент я работаю менеджером по подбору персонала для польской фирмы, но польскую фирму, которую основали в Беларуси. То есть пока у нас строительная фирма, нам требуются рабочие, и я работаю над развитием этой фирмы, поиском каких-то проектов для этой фирмы. Менеджер по персоналу, по развитию и так далее. Пока тяжело, знание языка, но я вижу перспективу. И приложив те же усилия, которые я прилагал в Беларуси, правильно сказала моя жена, что да, если ты будешь работать так, как ты работал в Беларуси, с командировками своими и совсем, то годика через 2 мы какой-нибудь домик где-нибудь купим, а потом начнем копить уже там на дачку под Гданьском. Вот, наверное, это моя мечта, обзавестись на данный момент, обзавестись здесь своим жильем, потому что, да, арендное жилье, конечно, дорого, оно тянет денег. А обзавестись своим жильем и дать своему сыну максимум того, что можно получить от этой жизни. Хорошее образование, здоровье, и путевку в жизнь, а дальше он уже сам пускай решает, кто он и где будет. То есть мы для себя решили, что мы будем прилагать все усилия для того, чтобы там хунту эту свергнуть. И я навсегда останусь белорусом. И с удовольствием буду приезжать туда в гости, но понимаю, что из-за тех людей, не людей, которые там есть, которые это творят, Беларусь отстала от той же Польши лет на 30. И чтобы догнать ее, это я не знаю, что надо. Вряд ли туда приедет кто-то и вкинет с вертолета кучу денег во все. И все поднимет. Поэтому в ближайшее время перспектив там нет. Я их там не вижу для себя, поэтому для себя мы решили, что мы остаемся здесь. А здесь какие перспективы? Открытие бизнеса. Здесь я буду знать, если я открыл бизнес, я нормально плачу налоги, ко мне не придет проверка, потому что, вроде бы надо прийти, с человека что-то взять, чтобы он поделился, у человека хорошо идут дела, надо, значит, что-то не так. Я уверен, что здесь такого не будет. Если нам не понравится моему соседу, у нас будут 2 одинаковых бизнеса, и на меня кто-то капнет, ко мне не придут пожарники, я не знаю, МЧС, кто у нас там ходит, и не будут создавать проблемы. Если я работаю, даю рабочие места людям, нормально плачу налоги, то мне будут хлопать в ладоши только какие-то льготы. Плюс по квартире. Это не притча во языцах. Квартиры как ипотека на жилье. Не льготное, обычное кредитование 3,5-4%. Я просто не знаю, сколько в Беларуси, потому что я не брал кредиты на жилье. Там, по-моему, таких процентов не было даже на льготных кредитах. В лучшие годы. И самое главное, наверное, почему именно здесь мы хотим остаться. Не потому, что нам там опасно возвращаться, потому что могут быть последствия при возвращении. А вот из-за этого мальчика, у которого здесь есть перспективы в спорте, еще в чем-то. Он вырастет, я надеюсь, что главное, чтобы он вырос счастливым человеком. Это для меня главное. И здесь он может вырасти таким. То есть он будет знать, что если он
в студенческие свои годы решит там сказать что-то против там какой-то правящей партии, его не выгонят с института, его не посадят на сутки, не лишат стипендий или еще чего-то. Поэтому здесь есть... Или вообще в тюрьму, Да, как да, у нас, за здесь- мнение. Давай. Поэтому, наверное, нет, здесь хватает, наверное, то есть как везде хорошо там, где нас нет. И те, кто уже в Польше, наверное, лет 10-20, или сами поляки скажут, да не, у нас не все хорошо, вот в Германии, там, Испании или в Америке. Ну, пока мы здесь, я сравниваю это с Беларусью, я понимаю, что это как-то вот так где-то. То есть вот это Беларусь, а вот это Польша. Поэтому те, кто, я понимаю, что, наверное, сейчас из 100 человек в Беларуси 95 задумываются об отъезде. Ну, понятно, все не уедут. Страх, какие-то прицепы в виде престарелых родителей, там, кредитов на жилье и так далее. Вот себя хочу посоветовать, пробуйте, потому что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Потому что, как есть еще одна, ну это моя поговорка, которую я вывел. Мы все, как все уехавшие, мы когда-то будем жалеть. Жалеть о том, что не сделали этого раньше. Потому что я понимаю, что если бы я это сделал, может быть, лет 5 назад, то уже было бы другое. Ну, когда сделал, тогда сделал. В 38 лет тоже можно начинать все с нуля. То, что я и делаю сейчас своей семьей. Желаю вам удачи. Надеюсь, мы встретимся через несколько лет, и вы порадуете нас своими успехами. Обязательно. Живе Беларусь! Живее!